Добрый день, уважаемые родители, будущие родители. Мы рады вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре «Послеродовая депрессия. Что это и как с ней справиться?». Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, а также занимаюсь организацией и сопровождением мероприятий в рамках просветительского проекта «Академия будущих родителей» Республиканского консультационного центра, в рамках которого и организован сегодняшний вебинар. Для освещения вопросов сегодняшнего вебинара мы пригласили Григорьеву Евгению Сергеевну, психолога, руководителя студии семейного развития «Гармония». Напоминаю также, что у вас есть возможность задавать свои вопросы в чате, на которые Евгения Сергеевна обязательно ответит в процессе своего выступления. Итак, мы начинаем. Евгения Сергеевна, прошу вам слово. Добрый день. Приветствую вас, участники и слушатели вебинара. Я психолог Евгения Григорьева. Марина, спасибо, меня представила уже. Как меня слышно, как видно? Пожалуйста, напишите. Достаточно ли звука? Как картинка идет? Все, вижу сигнал, спасибо большое. Сегодня у нас с вами очень важная тема для молодых родителей, для будущих мам, которые только готовятся к тому, чтобы принять свою жизнь малыша. Мы будем говорить сегодня про послеродовую депрессию. Это тема, которая часто является причиной жалоб подруге, маме, мужу, и достаточно редко звучит из уст профессионалов, врачей, и редко, к сожалению, женщина может дойти до психолога в этом своем состоянии, поскольку у нее на руках есть ребенок, она ограничена во времени, свободе и уже не может получить психологическую помощь. Поэтому я надеюсь, что наш вебинар будет актуален для тех, кто уже нянчит своего малыша, и для тех, кто только готовится стать мамой. О чем мы будем сегодня говорить? Во-первых, о том, что такое послеродовая депрессия, каковы ее симптомы, как она проявляется. Кроме того, мы будем говорить о статистике послеродовой депрессии и о самых распространенных причинах, которые ее запускают. Также я уделю свое внимание способам работы, самостоятельной домашней работы с послеродовой депрессией, чтобы мама могла себе помочь и лучше себя чувствовать в роли мамы и вот в том периоде, в котором она сейчас находится. Итак, поехали. Что же такое послеродовая депрессия? Это состояние мамы, при котором она испытывает физическое, эмоциональное напряжение, усталость, а также не может найти смысла в своей жизни, радости в своей жизни и не ощущает тех эмоций, которые она ожидала ощущать во время беременности, которые вроде бы принято, надо бы ощущать, она их не чувствует, не ощущает. Это достаточно сложный период в жизни молодой мамы. Он субъективно очень тяжело переживается. И длиться может послеродовая депрессия от 2 недель до 6 месяцев. То есть фактически все первое полугодие жизни с малышом может быть охвачено вот этим вот переживанием. Когда появляется послеродовая депрессия? Да вот в этот же период, в любой момент. У кого-то появится в 2 недели, у кого-то в месяц малышу, у кого-то в 6 месяцев. Да? Произойдет какой-то такой период, когда мама не выдержит напряжения, когда в ней не произойдут легко нужные перемены, передвижки какие-то внутренние, и она
попадет вот в ловушку послеродовой депрессии. То есть внимательной к себе, особенно к своему эмоциональному состоянию, надо быть, конечно, всегда, но особенно первые полгода жизни. Как проявляется послеродовая депрессия? Э, Это может быть просто упадок настроения, отсутствие сил, сниженный фон настроения, безрадостное настроение, нету вкуса к жизни, радости жизни. Есть ощущение усталости, есть ощущение того, что все однообразно, день сурка какой-то, да, а, ничего не радует, ничего не мотивирует, просто на автомате делаю свои мамские дела, свои обязанности. А, Это очень распространенные симптомы, да, когда у женщин, только недавно ставших мамами. Кроме того, сюда же к проявлениям, симптомам послеродовой депрессии относится невозникновение чувств к ребенку. Да, то есть мама как будто бы не любит своего ребенка, как будто бы не поймала и не ощутила того, что вроде бы логично бы здесь чувствовать, да. Она предполагала, когда была беременна, что она будет счастлива, что она будет рада, что она будет э, наслаждаться жизнью с малышом. Но это почему-то не происходит. По каким-то причинам это не случается с ней, она не ощущает этого. Ну, вот это можно все объединить вот этой формулировкой невозникновение чувств к ребенку. Это либо не те чувства, либо вообще нет чувств. Я его не чувствую, я не знаю, что с ним делать. Одна мама описывала мне свою послеродовую депрессию. Вот я его родила, мне его дали, еще в роддоме это дело все происходило. А что с ним делать? И кто он, какой он, я не знаю. И более того, я не хочу узнавать. Мне не хочется сближаться. Мне не хотелось брать его на руки. Он меня не радовал, и он мне даже не нравился, ребенок. При этом это вполне себе социально адаптированная мама с высоким уровнем интеллекта, образования и с мотивацией стать матерью. Однако вот она так описывала свое состояние после рождения ребенка. Конечно же, это симптомы послеродовой депрессии. У мам с послеродовой депрессией могут возникать проблемы с грудным вскармливанием, от каких-то сложностей, не получается кормить, ничего не могу сделать, ничего не могу поменять, ребенок не прикладывается, не сосет, не хочет, не хватает молока, мама постоянно пребывает в тревоге, он голодный, он плачет, я не смогу выкормить своего ребенка, говорят они. Мне не хватит молока, у меня не получится, я не способна. Я, наверное, из породы некормящих женщин. Вот такие формулировки мне неоднократно женщины писали. Они, конечно, находились после ротовой депрессии. У таких мам выражена слезливость, они часто плачут, они эмоционально неустойчивы, они перегружены, они хотят спать, у них сниженный жизненный тонус, им ничего не хочется. Такие мамы могут быть невнимательны к потребностям ребенка. То есть у них вовремя как бы не срабатывает вот материнский инстинкт, да, вот какой-то рефлекс, что ли, да. Как это может происходить? Ну, например, папа приходит вечером с работы, берет на руки малыша и чувствует, что малыш горячий. И говорит, ты что, не чувствуешь, что у него температура? И здесь, мама, действительно, она не чувствовала, она не понимала, она не была восприимчива к сигналам от ребенка, да. И в итоге она уходит в глубочайшее чувство вины перед своим ребенком, перед своим мужем за то, что она плохая мать, и тем самым еще более закапывается, в ситуацию, погружается, в свою неуспешность как матери, да. И послеродовая депрессия может только ухудшаться, да, вот это переживание. Также мама может быть нечувствительна к сигналам ребенка, таким как плач. Она, например, мама может быть настолько переутомлена, настолько плохо себя чувствовать, что она не способна ночью проснуться и встать к ребенку. Она не слышит, и муж говорит, папа, о том, что ты что, не слышишь, что он плачет? А она действительно не слышит этого.
она действительно ограничена в своем восприятии. Как это происходит? Почему так, да, случается? Потому что ее психика на данный момент жизни перегружена. Мама существует в условиях изменения своей жизни. Это очень большая нагрузка, эмоциональная, психическая, физическая нагрузка. Она восстанавливается после родов. И психика делает все, чтобы защитить себя. А значит, ну, как бы вот отрезает, отрубает чувствительность, восприимчивость. И женщина как будто бы вот не слышит или как будто бы до ее сердца не доходит вот этот сигнал от ребенка. Э, Сразу оговорюсь, после родовой депрессии могут страдать любые мамы, не только какие-то там не готовые, с незапланированными беременностями. Самые замотивированные, самые образованные, самые внимательные, любящие мамы, желающие своего ребенка, с запланированными детьми, да, мамы могут страдать от послеродовой депрессии. От этого не застрахован никто. Что же является причинами послеродовой депрессии? Если у вас есть вопросы, да, пишите, пожалуйста, в чат, я отвечу, понятно ли, как выглядит послеродовая депрессия. Вот, я описала ее проявление, да, понятно ли это? Было ли у вас так, может быть, что-то, или у знакомых какие-то такие проявления? Напишите, пожалуйста. И мы перейдем к разговору о причинах, о том, что же вызывает вот эти изменения в женщине и почему послеродовая депрессия случается. Надо сказать, что послеродовая депрессия – это не только человеческий фактор, то есть и у животных бывает послеродовая депрессия. Часть самок в природе даже отказываются кормить своего детеныша и не ухаживают за детенышами, потому что у них нет некого ресурса материнского, да, физического, эмоционального для того, чтобы ухаживать за ребенком, для того, чтобы тратить на него какие-то силы, ресурсы. То есть это не только сугубо человеческое явление. Что же является причинами возникновения послеродовой депрессии? Во-первых, это гормональные изменения, которые происходят в организме женщины во время беременности и после родов. Если наша беременность развивалась достаточно плавно, и это был длительный процесс, 40 недель мы вынашиваем ребенка, и наш организм плавно-плавно двигается и изменяет все гормональные циклы, сонастраивается, да, с новым состоянием. И это достаточно плавно проходит. Роды проходят в течение суток и вызывают мощное, бурное движение изменения гормонов, работы всего организма. Нужно завершить беременность, начать и провести роды организму и начать вскармливать, да, ребенка. То есть за сутки буквально происходит огромный гормональный скачок, всплеск. Он физиологичен, он здоров, он нормален. Однако он может проходить ну, не бесследно для самочувствия женщин. Гормональные изменения, конечно же, происходят у всех. Однако не все женщины реагируют на вот эти изменения. Как понять, если вы сейчас в положении ожидаете своего малыша, вы уже сейчас можете предположить, склонны вы к переживанию послеродовой депрессии или нет. Для этого нужно проанализировать ваш личный способ переживания гормональной нагрузки. Как это сделать? Ну, припомните, часто ли вы эмоционально реагировали, как-то изменялось ваше состояние в период, когда у вас был так называемый предменструальный синдром. Страдаете ли вы от ПМС? Если да, если в период предменструальный вы становитесь эмоционально лабильной, неустойчивой, у вас какие-то эффективные вспышки возникают, у вас какое-то плаксивое настроение или еще как-то меняется настроение, значит, вы поставите себе галочку на полях здесь, да, да, это симптом, указывающий на то, что и от послеродовой депрессии я не застрахована.
Еще один период, когда женщина испытывает скачок гормонов, это первый триместр беременности. Если он у вас был эмоциональный, если вы были там неустойчивы, если вы там обижались на мужа, если вы много плакали, либо пребывали в какой-то эйфории и так далее, тоже поставьте себе галочку на полях. Да, я склонна к развитию послеродовой депрессии. То есть я эмоционально реагирую на гормональные изменения. И когда это изменение произойдет после рождения малыша, у вас тоже может поменяться настроение, самочувствие, да, эмоциональные реакции. Это первый фактор, повторю, гормональное, да, изменение. Второй фактор, который приводит женщину к переживанию послеродовой депрессии, это, ну, так скажем, это группа факторов, социально-психологический фактор. Это то, как проходила беременность и как проходит ближайший послеродовой период. Если женщина у нас после рождения ребенка приезжает в дом, где ей все рады, где ее встречают, где все готово, есть деньги, закрыты все ее потребности важные, закуплено приданое, у нее все удобно, все красиво, ее радуют вещи, которые ее окружают. У нее есть помощники, которые заботятся о ней и о малыше, и готовы предоставить ей поддержку физическую, в том числе и эмоциональную, тогда, конечно, ее адаптация к своему материнству пройдет легче. Если же женщина возвращается в дом, где множество забот, хлопот, где партнер не включается в новую жизнь семьи, где она остается один на один с ребенком или многими детьми, несколькими детьми, да, если у нее нету заботливых родственников, которые принесут ей продукты, которые помогут ей приготовить обед, погладят белье для малыша и так далее, отпустят ее куда-то по ее делам, посидят в это время с ребенком, то да, конечно, ее период адаптации будет сложным, и в этот период она почувствует себя уставшей, загруженной, и послеродовая депрессия может, безусловно, начаться. Что еще сюда входит, да, вот в этот социально-психологический группу факторов, это психологический настрой на материнство. Конечно же, всех нас беременность застает в разных жизненных обстоятельствах. Часть беременности наступает планированно, часть долго планируется, да, иногда ребенок приходит к родителям спустя много лет ожидания. Это дает определенную такую ценность ребенка, да, а иногда даже сверхценность, неадекватную, да, сверхценность. Сверхценность – это всегда неадекватное переживание. И вот стремление стать идеальным родителем, очень хорошей мамой, все делать правильно, да, это очень большая нагрузка. Либо наоборот, женщина не хотела, не планировала беременность, она была для нее нежелательна, ей тяжело было адаптироваться, это было все не вовремя. Она, например, не отошла от прежних еще своих беременностей, и у нее дети маленькие. Или, например, эта беременность наступила раньше, чем нужно, вне брака, или мама очень молода. К примеру, в моей практике есть женщина, которая родила рано, в 18 лет, она была психологически, эмоционально совершенно не готова, это была случайная беременность. Да, был заключен брак, отношения между партнерами были хорошие, родители поддержали, но вот эта травма, которую тогда она прожила, закрыв вот эту свою жизнь, да, студенческую, перестав жить так, как ей хотелось, как планировалось, она даже сейчас, спустя 15 лет, сказывается на ней. И теперь эта женщина переживает ну, такие достаточно серьезные, весомые психологические проблемы, потому что там тогда она столкнулась с тем, с чем была совершенно не готова справиться. И женщина, если вот эмоционально, психологически не готова стать мамой, да, у нее может действительно послеродовая депрессия быть более выраженной, да, обостряться. То есть вот эта группа социально-психологических факторов – это то, ну, что ощущает женщина в своей жизни, что она имеет, как организована ее жизнь с ребенком, как организована помощь ей и так далее. Итак,
две группы факторов, причин, которые способствуют возникновению послеродовой депрессии. Это гормональная перестройка организма после родов и настройка на лактацию. И группа социально-психологических факторов. Настрой женщины на беременность и материнство, помощь, поддержка и актуальные условия, в которых проходит материнство. Перегруженность сюда будет входить мамину, отсутствие помощи, наличие других каких-то забот. Ну, к примеру, одна из моих клиенток страдала после родовой депрессии достаточно долгое время, несколько, по-моему, даже больше года у нее это длилось состояние, потому что она была вынуждена выйти на работу в 1,5 месяца ребенку, поскольку муж не давал должной вот материальной поддержки. Ей пришлось ребенка отдавать маме, и при этом у нее был еще старший есть ребенок. И вот эта нагрузка огромная, которую она тащит уже год, не дает возможности ей выйти из состояния послеродовой депрессии, восстановиться и почувствовать себя хорошо, радостно. Да? То есть материнство здесь ее не радует. Итак, идем дальше, движемся дальше. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста. И мы поговорим сейчас о том, как же часто случается послеродовая депрессия. Какова статистика? По статистике 40, почти там 50% женщин переживают депрессию, ну, в слабо выраженной форме, да, не требующей вмешательства специалиста. То есть половина женщин, да, они ощущают падение настроения, они ощущают, что им вдруг захотелось плакать, что им как-то было не очень весело, не очень приятно в какой-то период материнства, там в период с 2 до 3 месяцев было очень тяжело эмоционально, но это как-то само прошло, это как-то выровнялось, женщина чувствует, что она восстановилась, она почувствовала снова радость от жизни, она снова эмоциональна, она снова открыта для общения, и вообще-то ей нравится быть мамой и переживать вот этот вот период своей жизни. То есть это слабо выраженная послеродовая депрессия. Ну, например, одна из моих клиенток рассказывала об этом так. Когда я приехала из роддома, там, на 5-й день после рождения ребенка, мы уложили ребенка и легли с мужем уже спать, и я стала плакать. А муж спрашивает: а чё ж ты плачешь? А она говорит: а я не знаю, почему я плачу. И, в общем-то, вот это состояние у нее наступало еще несколько дней, то есть вот внезапный такой вот порыв поплакать, и дальше она чувствовала себя хорошо. Это, в общем-то, и было легкой формой послеродовой депрессии. Ну, то есть женщина вот так это заметила. В остальном она как бы не ощущала никаких изменений особо. Ребенок там был желанный, она была рада стать мамой, однако вот такие вот переживания у нее все же случились. Это половина женщин, 50% женщин. И только 1% женщин, 1% переживает послеродовую депрессию в сильном виде, да, то есть она сильно выражена, и она требует вмешательства специалиста. Нужны антидепрессанты, психотерапевтическая какая-то работа, да, работа с психологом, для того, чтобы помочь маме выйти из состояния послеродовой депрессии. У этих женщин, это еще раз скажу, достаточно редко встречается. У этих женщин появляется ощущение длительного, безрадостного состояния, когда периоды радости не сменяют вот этот вот период упаднического настроения, сниженного настроения. У этих женщин нарушается сон, аппетит, снижается потребность в коммуникации, идет уход в себя, а также возникают мысли о причинении вреда ребенку. Ну, к примеру,
описаны такие случаи, когда женщина говорила о том, что мне было так плохо, ребенок кричал, я не могла ничем ему помочь, и у меня возникла фантазия о том, что я сейчас открою окно и выброшу его из окна, и этот крик прекратится. То есть она не вред ребенку хотела причинить, а она хотела прекратить вот этот шум, вот этот вот раздражающий звук, который просто ее натянутые, как струны, нервы уже не выдерживали этот звук. И вот такая фантазия у нее возникла. Еще одна женщина описывала вот это переживание, как мне хотелось накрыть ребенка подушкой. Чаще всего женщины говорят это так: я вышла из комнаты и закрыла дверь. И не могла туда зайти. Ребенок плакал, а я не могла туда зайти. Меня всю трясло, я плакала сама, но ничего поделать с этим не могла. Вот это уже сильное проявление послеродовой депрессии. В этой ситуации, конечно, женщине хорошо бы обратиться к психологу или психотерапевту за помощью. И иногда здесь будет прописано что-то из медикаментозных средств, которые сочетаются с грудным вскармливанием хорошо и помогают женщине восстановить работу нервной системы и свой жизненный тонус немножечко поднять. Эти женщины, которые вот так сильно переживают послеродовую депрессию, как раз и склонны к тому, чтобы быть нечувствительной к сигналам ребенка, да, то есть не воспринимать его крик, не они не способны, такие женщины, увидеть какие-то сигналы от ребенка о болезни, о неблагополучии. То есть они как будто бы не замечают. Приходит бабушка и говорит: так он у тебя вон весь в сыпи. Она говорит: да, я не заметила. Еще раз объясню, это не потому, что эта женщина плохая мать, а потому, что она сейчас перегружена, и ее психика ищет способы, как избавиться от лишнего напряжения. Поэтому она все лишнее отсекает. В природе самка в плохом самочувствии, больная, испуганная, в стрессовых условиях, не заботится о своем потомстве. Она спасает себя. И хоть люди, конечно, так не делают уже сейчас, но механизм этот у психики, у нашего организма сохранен. Спасти себя сначала. Да? Поэтому эта женщина не плохая мама, а всего лишь мама уставшая, мама напряженная. Такой маме требуется помощь и поддержка. Итак, как же себе помочь? Что же делать, если вы заметили у себя проявления послеродовой депрессии, если вы заметили признаки какие-то, о которых я говорила, либо какие-то другие вы за собой отмечаете? На Руси была такая вот издревле традиция. Первые 40 дней мама молодая вела тот же самый образ жизни, что и ее ребенок. То есть она ела и спала, отдыхала. И это, в общем-то, очень хорошая традиция, поскольку она позволяет матери после рождения ребенка восстановиться, почувствовать снова свое тело по-новому, дать возможность настроиться на лактацию, настроиться на ребенка и на те процессы, которые происходят теперь между мамой и малышом. Для этого нужно время и силы. Поэтому первый месяц, полтора женщина все-таки не должна совершать никаких трудовых подвигов. Она не должна доделывать ремонт, писать дипломную работу, выходить на работу. Она не должна готовить какие-то изыски. Она не должна делать генеральные уборки. Она должна находиться с малышом и с самой собой для того, чтобы восстановиться. Если будет перенапряг, сначала это еще возможно, пока малыш много спит, но с каждым днем он начинает бодрствовать все больше, и все больше от матери требует внимания, заботы. Очень скоро мать ощутит дефицит сил, энергии и, к сожалению, начнет выгорать. А вот это материнское выгорание как раз выливается потом в послеродовую депрессию. Поскольку ребенок с нами 24/7, это никогда не заканчивается, выходного дня тут нет, поэтому, к сожалению, выгорание только прогрессирует. Поэтому бережное отношение к себе в послеродовой период. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, запланируйте.
организацию помощи со стороны вашего партнера в первые месяцы после рождения ребенка. Ну, например, достаточно часто такой вариант бывает, что папа будущий берет отпуск, планирует на первый месяц-полтора после рождения ребенка. Таким образом, благодаря тому, что родители собираются вокруг ребенка, его потребностей, они вместе проходят период адаптации к родительству. Мать чувствует себя не одинокой, брошенной в квартире наедине с непонятным человеком, да, новым, и кучей своих новых обязанностей, с которыми она еще не справляется. Мать чувствует поддержку, и оба родителя параллельно, одинаково входят вот в это родительство. Это очень вообще хороший вариант. Кроме того, позаботьтесь, пожалуйста, о помощи со стороны ваших любящих родителей, бабушек, дедушек, малыша. В чем должна состоять помощь? Не в том, чтобы прийти и покачать ребенка, не в том, чтобы пойти сидеть с ним, да, а в основном в первое время это помощь по дому. Потому что ребенок и мама в первый месяц настраиваются друг на друга, и им очень важно как можно больше времени друг с другом проводить. И если тут мама будет уходить у нас надолго, на несколько часов, то этот контакт будет прерываться, это будет сказываться и на формировании отношений с ребенком, и на лактации в том числе. Поэтому, конечно, в первые месяцы не рекомендуется длительно маме отсутствовать. Хотя выйти в магазин, погулять с собакой, прогуляться вокруг дома, там, сходить выпить кофе с подругой на час, это абсолютно показано. Так вот, бабушки и дедушки приходят домой для того, чтобы к молодым, для того, чтобы помочь с бытовыми вещами, погладить вещи малыша, приготовить обед, принести продукты, принести что-то из аптеки, например, да, и так далее. Бабушки и дедушки не должны стоять над душой, не должны разговаривать постоянно с мамой. Она не должна воспринимать, что вот к ней пришли гости сейчас. Потому что если к ней пришли гости, то она ощущает себя хозяйкой, для нее это дополнительная нагрузка. Она и так уставшая, а тут ей придется убираться перед приходом гостей, готовить еду, потом занимать разговором вежливым, светским. Это совершенно ей сейчас не нужно. Да? Поэтому избегаем вот такого контакта, даем маме отдыхать. То есть бабушки и дедушки берут на себя часть забот о быте, о доме. Пока что ребенок не нуждается в контакте с бабушками и дедушками. Пока что он нуждается в контакте только с мамой и с папой по вечерам, по выходным. Что еще можно сделать и нужно делать? Маме крайне важно сохранить время для себя одной, только для себя одной. Почему? Потому что когда она была беременна даже еще, а тем более до беременности, она была сама с собой. У нее было время для себя. Все мы, взрослые люди, у нас у всех есть потребность в личном времени. Время только для себя. Когда мы занимаемся тем, что нам важно, нужно, интересно, и мы не принадлежим никому, мы никому не служим в этот момент, да, мы принадлежим только себе. С рождением ребенка мать утрачивает это чувство зачастую. И она должна перевернуть вот лист, да, книги своей жизненной, открыть новую страницу и писать все заново. В то же самое время папа этого не делает, потому что мужчина с рождением ребенка как бы добавляет себе еще одну функцию, да, он теперь не только там брат, профессионал, бизнесмен, может быть, друг, сын, он теперь еще и отец. Он стал богаче, его ролевой репертуар стал больше, но мама должна полностью зачеркнуть все, что было до, и открыть новую страницу, а там написано «мама». Это достаточно сложно, это такой вот, знаете, отказ от себя. Он может быть достаточно травматичен для современной, самостоятельной, активной, социализированной очень женщины. Поэтому крайне важно, чтобы у мамы было ежедневное время для себя.
Зачастую мамы нуждаются в 30 минутах для себя. Это время, когда ее никто не дергает. Несколько женщин мне говорили о том, что мне было так тяжело быть мамой, я все время была с ребенком, и иногда я пряталась в ванной, я закрывалась и просто там сидела одна, сама, там, с книжкой, с телефоном, с чем-то, прячась от своей семьи, прикрываясь тем, что она делает там какие-нибудь процедуры, моется. На самом деле, говорит, я спасала себя, я просто выделяла себе время. Очень часто мамы молодые рассказывают мне о том, что им приходится буквально биться за это вот собственное время, да. В то время как у папы этого времени очень много. И мама ревностно начинает относиться к этому жизни своего партнера. И это приводит, к сожалению, к конфликтам между партнерами, да. То есть уже идет такое усиление недопонимания, усиление конфликтогенности в семье и ухудшение, к сожалению, как следствие состояния женщины. Вот, поэтому, дорогие будущие мамы, кто сейчас присутствует, заранее проведите вот эту работу со своими родственниками, со своим партнером. Заранее введите правила для себя, которое будет вам помогать приходить в себя, возвращаться. Полчаса в день минимум у вас должно быть, а лучше час. Ну, при возможности больше. Кроме этого, что еще поможет справиться с послеродовой депрессией или даже предотвратить ее? Это время для двоих партнеров. Не только для самой мамы должно быть время выделено специально, но теперь у вас должно быть время выделено для пары. Если до рождения ребенка, даже если у вас были старшие дети, да, вы уже все равно адаптировались, вы уже научились, и вы уже снова восстановили свою супружескую подсистему, если там пошли за новым ребенком, да. И тем более, если это пара, которые жили вдвоем, для себя, друг для друга, уделяли внимание только друг другу. Теперь здесь появился ребенок, который постоянно требует внимания, который постоянно вмешивается во все контакты, и поговорить уже нельзя, и сексуальная жизнь может быть нарушена, потому что ночные кормления, пробуждения и так далее, совместный сон, здесь множество препятствий может быть на пути к близости партнера. Дома они всегда родители, им все время приходится что-то делать. То животик гладить, то подмывать, то на руках носить, то игрушками играть. И поэтому времени для пары совершенно не остается. И многие родители, к сожалению, приходят к тому, что к концу первого года жизни ребенка они находятся в таком сильнейшем кризисе, что уже говорят о разводе. Статистика нам показывает, что первый год жизни ребенка – это пик разводов. Да? А, Очень многие здесь теряют свои отношения. Поэтому, чтобы этого не произошло, чтобы не была потеряна сексуальная жизнь, чтобы не была потеряна близость, доверие, контакт с партнером, не возникли какие-то третьи отношения. Нужно специально заниматься и работать над отношениями. Что это значит? У вас должна быть договоренность с вашими помощниками, бабушками, дедушками или няней о том, что раз в неделю, к примеру, вечером в пятницу или в субботу, вы куда-то с партнером выходите и проводите время только вдвоем. Либо у вас забирают ребенка на прогулку, например, а вы остаетесь часа на два вдвоем. При этом вы не просто убираетесь в доме, а, например, там, что-то совместное делаете. Очень часто помогает именно выход из дома, потому что мама находится в доме большую часть своего жизненного времени, и выход просто попить кофе для нее, ну, это просто спасение, и это очень поддерживает в ней жизненный тонус. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на своего партнера. Не уходите только в родительские функции. Супружескую подсистему нужно сохранить. Это гарант того, что вы будете чувствовать себя хорошо. Не только отдавать ребенку любовь, не только ребенка, за ребенком ухаживать, о нем заботиться, но и самому чувствовать заботу, поддержку, любовь, отношения, контакт. Это очень важно каждому человеку взрослому. И это ведет к тому, что женщина справляется со своей послеродовой депрессией легче, даже если она наступает.
Что еще должно и может помочь маме? Это нормализация цикла сна и бодрствования. Мама должна хорошо спать. Нужно позволять себе поспать днем с малышом. Потому что ночной сон прерывистый, на кормление, на переодевание, на заботу о ребенке. Поэтому днем передохнуть это очень-очень важно. Давайте себе такую возможность, не стоит совершать, еще раз говорю, трудовых подвигов. Будет время, когда вы сможете все везде перемыть и все везде убрать. А сейчас, пока у вас нет сил, дайте себе отдохнуть. Это очень важно. Мы знаем, как магически, как волшебно на нас действует элементарный сон, как мы себя хорошо чувствуем, когда мы выспались, и наоборот. Кроме того, маме следует нормализовать свое питание и питаться хорошо, качественно, разнообразно. Если у вас есть вопросы по питанию кормящей мамы, вы можете поискать эту информацию в интернете, либо обратиться к консультанту по грудному вскармливанию, к врачу-педиатру. Мне можете задать вопрос, да, мы можем с вами побеседовать о питании кормящей мамы, для того, чтобы было понятно, как и что можно есть. Потому что рацион молодых матерей достаточно узок, очень часто бывает совершенно узок, да, и мама просто не наедается, мама у нас голодная. Отсюда нет сил, отсюда постоянная тревога, а хватит ли молока и так далее. Кроме того, маме нужна регулярная, посильная физическая нагрузка, которая будет поддерживать ее в состоянии радости, тонуса. Что это может быть? Это может быть элементарная прогулка. Прогулка вокруг дома, прогулка с собакой, прогулка с коляской. Вот есть такая вот в моем опыте мама одна, которая прогулки целиком отдала бабушке. Бабушка приходила, прошу прощения, соседи у меня решили делать ремонт, не зная о том, что идет процесс, конечно, у нас. Прошу прощения поэтому. Итак, одна мама отдала прогулки с ребенком целиком на откуп бабушки. То есть бабушка приходила к ним домой ежедневно для того, чтобы гулять с ребенком. Мама сама абсолютно отошла от этой обязанности. Она готовила в это время еду, убирала в доме и так далее. Как следствие, у нее, конечно же, было сниженное настроение, безрадостное настроение. Она была в послеродовой депрессии несколько месяцев. Пока вот в разговоре с ней мы не обнаружили, что вот оказывается у нее элементарно нет прогулок. То есть она выходит из дома только в случае, когда у нее есть какие-то дела. А просто погулять расслабленно, походить, подышать воздухом несколько часов подряд, да, с ребенком, она себе не позволяет. Она отдала эту функцию бабушке. Бабушка эту функцию приняла, потому что хотела помочь своей дочке справиться с ребенком. Вот, да, и вот в этом, в общем-то, как оказалось, была суть проблем. Итак, обсуждали мы сейчас с вами способы, как мама может себе помочь. Дома что еще доступно? Очень многие женщины перестают чувствовать себя привлекательными, да, и поэтому очень важно, чтобы, когда ребеночек родился, мама могла совершать какие-то ритуалы красоты, какие-то для себя процедуры сохранить, принять ванну, расслабленно полежать в ней, сходить в баню, может быть, да, сходить в салон красоты, либо хотя бы сделать дома маску какую-то, да, что-то приятное для себя. Безусловно, маме нужно обновить гардероб, потому что может поменяться размер, тем более меняется потребность в одежде, да, то есть если до этого мама ходила в офис, то сейчас ей нужно гулять с малышом, и поэтому мама вынуждена поменять стиль в одежде. Поэтому, дорогие будущие мамы, обсудите этот момент со своим партнером. Когда ребеночек родится, спустя несколько недель, вам нужно будет сходить в магазин и купить себе новую, комфортную, удобную, красивую одежду, которая вам будет нравиться,
которая вам будет приятна, удобна и подходить по размеру, сезону и вашим новым потребностям. Не стоит на этом экономить, не стоит жалеть для себя вот это вот сделать. Закрыть потребность в комфорте, красоте, удовольствии обязательно нужно. Это также является профилактикой после родовой депрессии. В случае, если маме действительно тяжело, и она не справляется эмоционально, мама может принимать какие-то легкие успокаивающие средства по типу пустырника или валерьянки. Эти способы могут ее немножечко поддержать, уравновесить. Как еще можно на себя воздействовать? С помощью различных аромамасел, да, то есть включать аромалампу для того, чтобы вдыхать приятный аромат, который будет действовать на нервную систему успокаивающе. Вот. Поскольку мамы кормят грудью, им не все препараты можно, и если нужно что-то посильнее, подейственнее, это нужно обсуждать с врачом своим. Итак, мы поговорили о послеродовой депрессии, ее проявлениях и способах самостоятельной работы с ней. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте. Еще пару минут я останусь в эфире для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Послеродовая депрессия – это достаточно частое явление. Она может проявляться разными способами, да? Однако следует быть внимательными к себе для того, чтобы увидеть, для того, чтобы почувствовать изменения в своем состоянии и вовремя начать действовать. Да? Не пропустить, не запустить, не допустить материнского выгорания, когда сил уже совсем нет, радости нет совсем, и восстановиться не получается самостоятельно. Да? То есть вот эта вот запущенная ситуация, до нее лучше не доводить, а на ранних этапах провести нужные меры, дать себе больше радости, ведь наполненная мама может дать и ребенку, и своему партнеру гораздо больше, чем женщина, которая пуста, нересурсна, устала. Да? Поэтому бережем себя и, как правило, как в самолете. Сначала маска на маму надевается, а затем уже на ребенка. Пожалуйста, спасибо за то, что вы пришли в эфир. До новых встреч. Если будут вопросы, вы можете всегда обратиться ко мне за консультацией. Марина вот об этом вначале говорила. До новых встреч. Хорошего вам дня. До свидания.